почему такая треугольная форма и откуда это чудесное блюдо, которое нравится всем нашим туристам, все мечтают именно в Казани попробовать. И местные жители, мне кажется, многие умеют сами уже вкусно приготовить треугольники. Оттуда, из тех времен древних, кочевых, когда женщина ломала голову, как и мы с вами сейчас думаем, да, с утра до вечера, чем же накормить свою семью. А тогда кочевники, уезжая кочевать на новое место, их супруги им готовили треугольники. Сушили их, представляете? Ну, как и козылык, как и вяленый гусь, вот оттуда история треугольника. Пресное тесто делали, теплая водичка, немного жира туда, соли. И начинка была такова. Держали очень много кур, гусей, уток, и мясо было всегда. Нарубленное мясо, и, конечно же, любая крупа, тогда еще картошки не было, любая крупа, и создавали треугольной формы такие пирожки. И сушили их, представляете? Вот кочевнику на новом месте было удобно залить туда кипяток, оставляли выручку, конечно же, залить кипяток, и, пожалуйста, оживал треугольник, и он был готов к употреблению. Сейчас у нас с вами все есть, и хорошая мука, и хорошее настроение, и тесто нам готовое привезли. Рецепт дадим, мы с вами сегодня займемся треугольниками. Делают разную начинку сейчас, наверное, вы тоже так же, да, у себя дома готовите. Кто любит говядину, пожалуйста. Мясо гуся – это шикарно, если есть. А если вперемешку с говядиной, то очень даже хорошо. Конечно же, курица выручает, когда надо быстро. Всем курица подходит, не очень жирная, самое то. Сегодня мы вам предлагаем треугольники из куриного мяса. Тоже готовые для нас. Все подготовили, видите, нарубили мы для вас. Картошка тоже мелкими кубиками. Лук. Дружите все, никого на свидание не надо. Целоваться никто не будет после нашего мастер-класса. Пахнет, конечно, замечательно. Которые... Да, согласна с вами. Да, согласна с вами. Так что давайте мы с вами приступим. Посмотрите, как это все делается. Соединяем все эти ингредиенты вот в одной большой миске. Давайте отправим сначала туда. Отправляем туда картошку нашу. Отправляем также куриное мясо. Также нарубленное кубиками, очень красиво. Так. Туда же отправляем для сочности лука. Ну, лук я, например, люблю очень много. И сочно, и вкусно, где мясо, там лук. И еще для своих родных я добавляю немножечко чеснока нарубленного. Ну, немножечко. Это, я вам скажу, такой аромат своеобразный. Поэтому экспериментировать тоже можно, но классический рецепт, он и есть классика. Поэтому сейчас нужно все это перемешать, конечно, с хорошим настроением, с любовью, к своим гостям. К еде надо, к приготовлению еды всегда приступать только с хорошим настроением, с хорошими намерениями. Как мы говорим, бисмилляхи рахмани рахим. И очень хорошо перемешать, чтобы доставалось равномерно и картошка, и мясо. Перемешиваем и добавляем специи. Специи это у нас соль и перец. Другие специи мы сюда не кладем, чтобы не испортить вкус треугольника. Да и вам, мне кажется, я не советую какие-то там другие специи. Пожалуйста, как у вас обстоят дела с солью? Кто? Ну, чтобы не пересолить на глаз, конечно же, да? Вот. Не пересолим, не переживайте. Ни разу еще никого не отравила.
Все будет хорошо. С перцем как дружите? Хорошо. Так же хорошо. Ну, давайте, значит, также перца добавим. Должно быть биг тамле. Надеюсь, вы тоже скажете. Попробовал биг тамле. Вот. Еще раз мешаем, перемешиваем, чтобы все было равномерно, чтобы всем начинка досталась вкусная, чтобы хватало и соли, и перца. Так, ну что ж, оставляем в покое пока начинку нашу и приступаем к тесту. Тесто у нас бездрожжевое, пресное тесто на кефире. Прошу, чтобы вы немножечко муку отодвинули в сторону. Пресное тесто много муки не любит. Отодвиньте в сторону, ладно? Никто меня не услышал. Муку отодвиньте, пожалуйста, дорогие мои гости. Отодвиньте. Пусть у вас появляется вот такой вот узор. Нашли? Да, слишком много муки не любит. Это уж я на серединочку так положила, чтобы уж красивенько было. На килограмм муки 400 миллиграммов кефира 1%, 120 грамм сливочного масла, 100 грамм сметаны в этом тесте, 2 чайные ложки сахара, нет, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки лимонного сока, чтобы тесто не чернело. Для этого. Так что вот такое тесто получается. Минут 25 подождали, тесто готово, и можно приступать. Смотрите, какое замечательное тесто. Сначала можно вот руками немножечко вот так вот, смотрите, кружочек сделать с размером. Вот, можно надавить руками. Первый кружочек у нас уже вот закрылся, посмотрите. Вот. Про скалку отдельно хочу сказать. Скалка у нас волшебная, девочки и мальчики. Обязательно скалкой надо работать. Держите за ручки. Вот так она не очень-то работает почему-то. Вы можете разницу сами почувствовать. Попробуйте. Значит, мы с вами это тесто сейчас должны довести до второго круга, до шестерки. С шестерки не выходим. Вот такой размер нам подойдет. Смотрите, что я делаю. Вот, раз, два. Обязательно за ручку возьмите. 3, 4. Перевернули свое тесто, припудрили немножечко. Чуточку, чуточку прям. Много не надо. И до шестерки, пожалуйста, катаем наше тесто. Можете вот так вот. Смотрите, такая красота у вас получится. Если вы почувствовали где-то у вас по краям не очень, можете прямо руками, как пластилин. Тесто хорошо поддается. Можете вот так вот тесто поднять и попробовать, не прилипло ли к рукам. Да, еще чуть-чуть можно припудрить, чуточку прям. Все. И приступим мы с вами к самому ответственному моменту. Так, я люблю и мясо, и картошку. Все. Сейчас мы с вами давайте найдем. Представим, что это часы, циферблат круглый. Найдем циферку 2 на правом верхнем углу. И возьмем вот так. Слишком сложная задача. Правый верхний угол, левый верхний угол, десяточку нашли. Вот. И соединяем, встречаем их на середине. Потом вспоминаем про 6 вечера. Так что дома тоже надо что-то приготовить. И шестерку тоже к ним туда же. 3 пальцами держим. Вот 3 пальцами все 3 стороны держим. И рабочей рукой начинаем защипывать. Пожалуйста, бортики должны быть высокие. Давайте вот так вот. Нам дырочку оставлять не надо. А мы же масло не положили. Как всегда. Я забываю про это масло, как всегда. Ну что-то никто не напомнил мне.
Итак, утопили, насколько мы смогли, масло. И уже давайте собирать треугольник, делать защипы. А потом будем украшать косичкой. Покажу вам 3 способа. Так, бабушкин способ, ваш способ и свой способ. Хорошо? Так, давайте. Вот, все закрыли. Масло у нас тоже утонуло. Так, если вам форма не нравится, вы можете руками как бы дать форму. Вот так вот. Смотрите, ладошками. Раз-раз. И красивая форма готова. Бабушкин метод. Смотрите, как можно. Значит, вот с тестом работает указательный палец. Можно работать, украшать вот таким образом. Я беру вот этот палец указательный с тестом, получается, да, вот так вот. И делаю защип. Вот так. Раз, два, три, четыре. Смотрите, раз. Вот поочередно. Вот так вот получилось. Посмотрите. Вот так получилось. Есть такой способ, где работают большие пальцы. Тоже начинаем снизу. Правый палец в свою сторону, левый в свою. Поочередно вы можете узорчик сделать. Попробуйте. Чем реже шаг, тем узор. Опа, я какой сделала? Это что за способ? Это, наверное, ваш собственный. Вот показываю этот способ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так получилось. Видите? Так. И мой способ. У меня вот 3 способа. Это когда работает указательный палец. Просто загибаю туда внутрь. Смотрите, начинаю с середины. И вот раз. Самый легкий 2, 3, 4, 5. Надо вот. Вот. 3 разных способа получилось. Нравится? Кому помочь? Мне. Кому помочь? Какая температура, на сколько кладется? 180 градусов, 25 минут. Ну, можно 28. Mini ish pishma bik temli. Oshlarınız temli bulsun, şeyleriniz temli bulsun. Приятного чаепития вам желаем, гости наши дорогие.